Недавно отмечалось 233-летие Владикавказа. Ну, вы понимаете, что дата занижена как минимум в 10 раз. Именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Город расположен, интересно, вот горы перед нами. Вы помните, как это все происходило, да? Помните, дно моря, потом все это начинает подниматься, потом расходится на хребты. Реки текут вот так, а не вот так. Потом, в связи с поднятием Кавказа, реки начинают течь с юга на север, да? А потом они начинают, в связи с оледенениями и таяниями ледников, выносить огромные массы того, на чем мы с вами сейчас сидим, на плоскость. Ну, вы помните сход Колпинского ледника. Но вот то, что происходило здесь, это в сотни, в тысячи раз сильнее. А если бы мы с вами оказались в том времени, скажем, где-то сотню тысяч лет тому назад, то мы бы здесь сидеть не смогли, поскольку над нами бы текли воды Терека. В это время вот там, в сторону южного, был один берег, а вот там, где 34-й микрорайон и хутор Попов, был другой берег. И на берегах жили люди. Стоянка Лысая гора, хутор Попов, который вы знаете, Редант первый, второй и так далее. Возрастом от 70 до 120 тысяч лет. То есть, города еще не было. Сход вот этих вот масс огромных, после таяния ледников Казбека, Казбекской гряды, вот этой всей вулканической, в город приносились огромные камни. Мы их с вами видим вот там, на проспекте Кирова. Помните, вот здоровенный камень? Да? Или вот здесь около 4-й поликлиники. Откуда они взялись? А вот их как раз и несло с этой массой селевой, потому что эти камни происходят с Центрального Кавказа. То есть вот эти вот камешки для вот этой движущейся массы, это была мелочь. Как образовывалось место, где в конечном итоге был основан город? Это террасы на выходе реки Терек из гор. И на этих террасах они были привлекательны в разные периоды. Во-первых, вода близкая, во-вторых, леса полные животных, во-вторых, равнина, на которой можно выращивать различные злаки или собирать их. Мы с вами знаем, что уже в историческое время там, рядом с телевышкой, жили люди, вернее, телевишка рядом с тем местом, где жили люди. И жили они, по всей видимости, с эпохи бронзы, как минимум. Об этом говорят находки, которые мы с вами увидим на экране. Когда это стало известно о том, что город Владикавказ многократно старше того возраста, но пока это не стало официальным признанием его, и предстоит сделать, чтобы это так стало. В 1904 году начались разработки глины в связи с необходимостью производства кирпича. А в 1914 году, в апреле месяце, в полицию Владикавказа поступило сообщение о том, что разграбляются какие-то могилы вот там, вот. Эти кирпичные заводы, сейчас они стоят в руинальном состоянии. И тогда было зафиксировано, что разграбление этого аланского могильника идет уже на протяжении многих лет. И первые вещи поступили в краеведческий музей тогда же. Об этом были сообщения в газете «Терские ведомости» и прочее. Потом об этом забыли. И в 1976 году снова вспомнили. Но забыли только те, кто должен был помнить. Все остальные не забыли и продолжали разрушать. Потому что для производства кирпича нужна глина, а аланы им тоже была нужна глина. Эта глина нужна была для покойников, потому что они должны были сделать катакомбы со сводом, который не обрушится на протяжении тысячелетий. Таким образом, все заводы кирпичные стоят на аланских могильниках. Все бы ничего, но ведь они производят кирпич из алан. Эту тему мы с вами чуть позже к ней вернемся, потому что тема неприятная на самом деле. Так вот, на фотографиях, которые вы видите на экране, видны находки, в том числе вытянутого черепа, известного обряда, который значительное время
использовался аланами, это удлиненные черепа, но вы знаете, что удлиненные черепа есть и у египтян, ну и прочее. Сейчас мы эту тему не будем развивать. Ну и масса находок, в том числе остатки керамических трубок, которые говорят о том, что был металлургический процесс. Изделия из бронзы, серебра. Ну, значительная часть была растащена, естественно, рабочими, которые, как пишет академик Миллер, разрушение Владикавказского городища – самый жуткий пример отношения к памятникам на территории тогда еще Советского Союза. Советского Союза нет, а отношение, к сожалению, осталось. Территория огромная, при этом по поводу этого городища, а по мнению Евгения Игнатьевича Крупного, селища, почему-то не хотелось признать, что городище. Но дело в том, что дата-то у него какая. То есть сейчас нам с вами понятно, что это первые века нашей эры. А что такое первые века нашей эры? Нет Москвы, нет Киева, нет Пскова, Парижа. Ну, Париж чуть-чуть начал появляться. Есть Афины, есть Рим, есть Эребуни и есть Владикавказ. Как-то неуютно, видимо, признавать. Ну, собственно говоря, в это же время существовал другой город в районе селения Зильга. Огромный город, который просуществовал с 1 по 5 век. Почему я о нем упоминаю? А потому что находки на Владикавказском городище аналогичны тому, что мы видим в Зилге. Но Зилга, слава богу, не разрушена. Нам удалось в свое время остановить разрушение Зиглинского городища. И кирпичный завод перешел на могильник, там производились археологические работы, что гораздо легче, чем раскопки. Так вот, кроме того, что кирпичные заводы все это разрушали, строения начали двигаться уже после революции в сторону того места, на котором сейчас стоит телевышка. Почему там был расположен город? А потому что это высокая терраса, это 28-29 метров над улицей Цаголова сейчас и улицей Абаева. То есть с этой стороны неприступно для неприятеля. С той стороны шла балка от горы Иль, по которой текла вода. И вот на экране вы видите шурфы, скрывшие ров этого города. Причем он углублялся сознательно с тем, чтобы сделать его неприступным. Мало того, как в случае с Зиглинским городищем, шло фортификационное строительство. Терраса была наклонена, и поэтому глину, добывавшуюся из рва, досыпали с тем, чтобы сделать ее ровной. При этом пострадали более древние памятники. То есть, когда первые поселенцы этого города пришли, здесь уже были памятники эпохи бронзы, были курганы, по всей видимости. У нас есть некоторые основания это предполагать. И курганы сармато-аланской эпохи. Почему мы это знаем? А потому что вот на изображаемом на экране сейчас вы видите, что хозяйственные постройки, ямы хозяйственные, другие постройки перекрывают более древние сооружения, а именно некий круглый ров. Ну, мы видим сейчас только часть этого рва. К сожалению, все эти работы проводились силами Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания, и с помощью студентов вам тоже посчастливилось участвовать в выяснении судьбы родного города. Мы надеемся, что удастся все-таки провести серьезные работы, которые покажут, что Владикавказ многократно старше и имеет глубокую историю. Это было не просто поселение, это было очень большое поселение, в котором люди жили и, как водится, умирали. И могильники, то есть катакомбы этого города, то есть кладбище этого города расположены вот здесь, вот повыше площади Штыба, туда, в сторону первой школы. Кстати, о первой школе. Я вот сегодня утром поинтересовался у главного деятеля, идеолога создания Аланской гимназии, а кому пришла в голову мысль Аланскую гимназию сделать именно в первой школе? Я думал, что ему. Он сказал, что в голове. Вячеслав Залимханович. Я не знаю, чем руководствовался глава, но это абсолютно точное и безошибочное решение. Потому что первая Аланская гимназия должна была быть расположена именно там. Знаете почему? А потому что там была цитадель этого города. Слава богу, сохранилось еще футбольное поле, под которым, по всей видимости, будут найдены остатки этой цитадели. Она
была окружена рвом. Этот ров сейчас заасфальтирован и поднят. Это улица Кольцова. А жители окрестных домов довольно часто обнаруживают провалы и время от времени сообщают археологам, что у них в огороде что-то такое провалилось, и там почему-то человеческие кости. Что важно еще отметить? Что это были не просто люди, которые нашли себе убежище. Нет, они активно жили. Они стояли и запирали вот здесь Терский проход, то, что теперь называется военно-грузинской дорогой. Мало того, они видели караваны, которые шли, в том числе шелкового пути. Откуда я это знаю? А вот в ваших раскопках был фрагмент ручки сосуда, на которой изображен слон. Слоны в Осетии, как давно вы... Не в зоопарке. Мы их называем, эту форму ручки, слонопотамами. Они встречаются и в Зилге, и в Хазнедоне, в других местах. У них разная датировка, они доживают до 7-8 века, может быть, позже есть, я не знаю. Аланы, естественно, с удивлением видели этих животных и изображали вот эту вот голову и хобот, который идет по ручке. Ну, то, что были верблюды, мы знаем, эти верблюжьи караваны по костям, которые обнаружены, костям животных, которые обнаружены были при раскопках. Какую роль выполняли эти города? Они выполняли ту же роль, которую выполняют сейчас гостиницы, придорожные кафе. Плюс смена тягловой силы. Менялись верблюды на более свежих, откармливались, потом отдавали следующим. То есть это серьезная экономическая организация, и фортификацию передвинуть такие массы земли, это должна быть очень строгая политическая организация, потому что кому-то хочется копать, кому-то нет, а все копают, и все укрепляют свой город. А кроме этого, здесь были ремесленники, причем ремесленники серьезного уровня. Во время ваших раскопок, вы помните, когда у вас была археологическая практика, вот эту странную находку из камня, круглую, вот ее видно на экране. Я вначале даже и не понял, что это такое, неожиданно было. Какие-то, я думал, что это современно. Но когда отмыли, оказалось, что это часть каменной формы для отливки бронзовых зеркал. Я показал коллегам. Каково же было мое удивление, когда Евелина Юрьевна Шестопалова, которая много лет вела раскопки Архонского, Аланского катакомбного могильника, говорит: подожди, давай-ка посмотрим. Достает из одной из коробок зеркало бронзовое. Мы вкладываем это зеркало в форму, и оно идеально туда ложится. Вы видите это на экране. То есть здесь производились бронзовые зеркала для аланских красавиц. Они расходились по всей территории Алании. Я думаю, будут находки зеркал и не только в Алагирском ущелье, но и дальше. В прошлом году мы нашли еще одну форму, то есть часть формы каменной от другого зеркала. То есть нам предстоит найти зеркала, которые отливались. Эти каменные формы, они предполагают многократное использование и отливку массовую. Ну, то количество керамики, которое нам с вами пришлось не только откопать, но и перемыть, вы помните. Причем основная часть происходила из того, что мы вот с вами видим на экране, одного из раскопов. Дело в том, что разрушение городища продолжилось и в недавнее время. Возникла студия, Северосинская студия телевидения. Телевидению захотелось иметь площадку. Они наняли бульдозер, слава богу, не мощный. И он культурный слой сгреб. Но бульдозер был не мощный, все уничтожить не удалось. Скорее всего, они не понимали, что делают, не ведали, что творят. Но мы с вами видели, как обломки аланской посуды разных периодов перемежаются с кирпичом, с полиэтиленовыми пакетами. Но у алан были земляные конструкции, хозяйственные ямы, заглубленные в землю жилища и прочее. Поэтому в той части, вот прилегающей к краю террасы, где у бульдозера сил не хватило, сохранился культурный слой, который в случае, если найдутся возможности, я понимаю, что у Владикавказа много проблем, дороги, ветхое жилье местами, прочее, но у Владикавказа есть история, которую пора бы все-таки
установить окончательно, сделать нормальные радиоуглеродные датировки, точно сказать, что вот первый слой тогда-то, вот первые жители Владикавказа, вот их черепа, к сожалению, прошло 2, а то и больше тысяч лет. То есть сейчас мы можем говорить о первых веках нашей эры как абсолютно понятного времени. Абсолютно точно, что в первых веках нашей эры этот город уже существовал и рос. Как он назывался, мы не знаем. Одно время пытались предположить, то есть в литературе это встречается, я не буду сейчас ссылки на работы делать конкретные, о том, что, возможно, это Дедяков, столица, и предполагалось, что и Магаз. Но, скорее всего, нет. Даже точно нет, потому что, если бы это был Дедяков, должны были бы быть слои более поздние, то есть 12-14 века, а здесь этого нет. И, скорее всего, Магаз, ну не скорее всего, а на 99,9%, Магаз – это город, который расположен Джулат, между селением Змейка, на левом берегу Терека. Это огромное поселение, Тартупский минарет когда-то стоял рядом. Это как раз вот то время, когда существовал Золотоордынский город, и огромный могильник Змейский, который тянется до селения Иран, а наверху сармато-аланские курганы. То есть все это было плотно заселено. И посмотрите, какая частота расположения. Вот здесь Владикавказ, Зилга, Бруд, здесь Сунжинский город, который был около Сунжа. Дальше Змейка, то есть, собственно говоря, вот этот Джулат. Ну и дальше цепь этих городов тянется, когда вы едете в сторону аэропорта в Минводах, скажем, слева один за другим идут города. Это напоминает сегодняшние бензозаправки, которые, вот, бензоколонки, которые у нас расположены. Ну, тогда надо было заправляться не бензином, а лошадьми, верблюдами, слонами. Соответственно, они расположены были довольно часто. И эти города угасают в связи с угасанием торговых путей, с одной стороны, возможно, с иссушением климата, который наступает, а возможно и нет, по-разному, предстоит еще этот вопрос изучить. Но здесь жизнь продолжается, поскольку Терек рядом. И мы не видим следов пожарищ, то есть никакой враг его не взял. Враг, который его разрушил, внутренний, ну или почти разрушил. То есть мы сами. А возвращаясь к тому, с чего я начал, скажу следующее. Понимаете, трудно себе представить что-либо более жуткое. Потому что аланы провожали своих покойников, ваших предков, в лучший мир. А из этого лучшего мира их извлекают какие-то однорукие железные чудовища, которые грузят их в другие вот эти вот самосвалы. И эти самосвалы отвозят это все в цеха, где все это перемалывается, кости прадедов, прабабушек. Потом формуется в кирпичи. Мы должны все-таки уважать свою историю, поскольку, как верно говорит Руслан Сулейманович Бзаров, золотая монета долго в пыли не валяется, и кто-нибудь подберет, и подбирают. Претендентов на великую историю много. Если мы ее не ценим, она окажется великой историей кого-нибудь другого. Если правильно понимаю, то в этом городе жили аланы? Если да, то где они еще проживали? Только ли в этом городище, либо еще где-то? Дело вот в чем. Мы их называем аланами. По всей видимости, они себя называли аланами. Вряд ли они себя называли сармато-аланами. Вряд ли сарматы называли себя сармато-скифами. Но, по сути дела, скифы никуда не делись, как, впрочем, никуда не делись и сарматы. Куда делось население Советского Союза? Оно где? Оно вот. Ну, теперь мы называемся граждане Российской Федерации. Не так ли? Да. Но мы унаследовали многие черты и основные, в том числе родимые пятна, от предыдущего государства. Соответственно, скифские традиции мы видим в сарматском искусстве, собственно, скифские вещи, сарматские в аланском. Мало того, мы видим в сарматском искусстве, а частично в скифском, элементы кабанцев, кабанской культуры. И они переживают, доживают до времен средневековой Алании и входят элементами в состав осетинской культуры, которая по сути своей является
аланами. То есть осетины не потомки алан, осетины и есть аланы. Просто грузинские переводчики, которые в тот момент были в Петербурге, переводили с осетинского на русский, так как им было удобно, называли алан осами, оси. Вот и отсюда и образовалось. А кто еще жил во Владикавказе? Я думаю, жили все те, кто обеспечивал эту торговлю. Это вполне могли быть и китайцы, поскольку основные товары шли оттуда. Это вполне могли быть представители Ближнего Востока, Европы. Это было легко. А знаете почему? Потому что осетинский язык родственен английскому, французскому, латинскому, испанскому. Как вы думаете, зачем вам дают историческое образование? В надежде на то, что кто-то из вас, я понимаю, что немногие, но хорошо, если один, на 5 выпусков, займется не бизнесом, который, как известно, призвание, а наукой, которая призвание в большей степени. Наука не сулит прибыли. Наука сулит удовольствие от познания. А удовольствие от познания – это главное, что отличает человека от других животных. И я не сомневаюсь, что мы узнаем и это, и многое другое. Может, то, что мы узнаем, не будет очень приятным, но это правда. В истории мы знаем не всегда бывает правда. Она в конечном итоге все равно выползает, поскольку шило в мешке не утаишь. Но, как говорил Алексей Максимович Горький, правда – вот Бог свободного человека. Если вы свободные люди, вы узнаете правду, узнаете все, что вы хотите, передадите свои знания следующим поколениям. Если вы не успеете, они узнают. Но это в том случае, если мы сохраним самоидентичность. А название, что ж, узнаем когда-нибудь. Не это важно. Важно, чтобы сохранить то название, чего вы хотите узнать. Общество, которое забывает прошлое, не имеет настоящего. Глобализация стирает сущности. Что сохранили аланы, а вслед за ними и осетины до недавних пор, но частично еще и сегодня? То, что было важно для скифов. Вы помните, персидское войско, которое ходило за скифами, они не обращали на него внимания, потом выстроились. И вдруг часть скифского войска куда-то ускакала. Персидский монарх спрашивает Дарий, что они делают? Они на зайца охотятся, ему ответили. А это была самая мощная армия в мире. Он развернулся и ушел. Потому что с этими психами он решил не связываться, которые при виде вот этого могут заниматься охотой на зайца. Он не знал, что поймать зайца – это поймать удачу, а перед сражением. У скифов, затем у сармат, у алан считалось большой бедой умереть в постели. А поле битвы, сражений, вероятность того, что о тебе сложат героические предания и песни, что слава о тебе уйдет наверх и всегда будет отражаться вниз, это было блестящей возможностью. И вы помните, что произошло с Русью во время татаро-монгольского нашествия? От алан осталось мало, вот там в горах, в горных теснинах. Туда дошел и хромой Тимур, Тимурленко. Но все равно остались те, кто несли главное. А главное – это не телесность и стяжательство, а сохранение самости, которое отражено в Агдау, Уаждан, Сашком и прочее. Я вас хочу спросить, а много ли вы видите этих качеств вокруг? И чем больше мы их будем видеть, тем больше вероятность, что сохранится. Чем меньше,
тем больше вероятность, что нынешнее население окажется где-то на помойках истории, 8-м сортом, без своего языка, без своей культуры, способны перерабатывать радиоактивные отходы и служить рабской силой тем, кто сохранил. Вот такая перспектива с археологической точки зрения.